Автомобиль на этих фотографиях пострадал от пьяной езды водителя. В результате данного ДТП в Алданском районе погиб пассажир. Еще 2 человека травмированы. По словам местных жителей, на этом участке многие лихие автомобилисты пытаются практиковать свое умение заходить в занос. Этот случай закончился весьма печально. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия все-таки является это управление водителем в нетрезвом состоянии. Сопутствующие факторы не выявлены, но мы усматриваем также, что было превышение скорости. А вот на этих кадрах водитель попросту перепутал педаль газа с тормозом. Причем он наехал на девушек-пешеходов 2 раза. Пострадавшие лечились от различных переломов и ушибов целый месяц. Депутаты Госдумы пытаются ужесточить наказание за нарушение ПДД. Законодатели рассматривают целый ряд изменений в законе. К примеру, возможно, скоро появятся так называемые экометки. Это для тех, кто превышает на своей машине допустимый уровень выброса отравляющих веществ. В экологических зонах многим машинам ездить будет нельзя. Но самым обсуждаемым нововведением сейчас является бальная система наказаний. В первом чтении ее уже приняли, но весьма упростили. Лишать права от 1 до 1,5 лет планируют за 3 серьезных нарушения, которые также занесены в отдельный список. Их 17, этих составов. Вот если он один раз попался за управление, будем так говорить, нарушая скоростной режим на 40 км в час, превышая, или еще раз в течение года попался за перекресток, проехал на запрещающий сигнал, или же не уступил движение пешеходам, вот это в сумме есть 3 нарушения. Сами автомобилисты неоднозначно относятся к законопроекту, но большинство из них все же за его принятие. Ну, я не знаю, я думаю, что это лишнее все-таки. Раньше боялись, что они получат 4 дырки и их лишат прав или штраф. Ну тогда лишали. Правильно делают. Ну, считайте, красный свет, а не дай бог бабушка. Инспектор Сергей Сетань уже 20 лет в ГАИ. По его мнению, старая бальная система некогда работала хорошо. Однако культуру вождения этим не воспитаешь. Вот эта система возвращается. Надеюсь, что это улучшит ситуацию на дорогах республики. Но мое личное мнение, что ситуация на дорогах нужно изменять в каждом человеке. А начинать надо с себя. Законопроект предусматривает и отсутствие у водителя удостоверения. В этом случае ему придется оплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Вариант Бояркин, Роберт Набиев, Вести, Якутск.